ходе поездки в Гулрыбский район президент Аслам Жани посетил Допукхыт, где еще летом из-за ливневых дождей река Кудро-Хучи вышла из берегов и подмыла мост. В результате 5 сел оказались оторваны от центральной трассы. На месте оперативно была установлена временная конструкция, которая позволяет проезжать машинам. По словам главы района Аслана Баратыля, по составленной смете реконструкция моста обойдется в 5 миллионов рублей. Далее президент осмотрел дороги в Гулрыбском районе, ремонтируемые в рамках инвестпрограммы. По улице Багба-Багатыра протяженность заасфальтированного участка дороги составляет 1000 метров. А вот в поселке Агудзера по улице Курортная асфальт уложен на 2 километрах дороги. Глава государства осмотрел и центральный рынок Агудзеры, где также были проведены работы по асфальтированию площадки. Аврил собран катранок сараханалага аври разводящие линии коги ханрылга ажл райн абраб сухамазр это машина кахзыргулом хазтом хазгулом коги харпш сарахтакубран дара инвест программа инзамыз харге пара хама мыздаха харохан вал я ахсазусуб аха вал злахша шахаму хакгугуит я и ваш ксана вал гахшот ариада гинес юбах памиокона самяха и я кячу баха хазен иду миоку ахсета инвалидше рхеткла хобртрми ахсет хочко спортплощадка агана наванас и не хаховшо з хазгула макана улаги гикерхан ваги ахсетуе бас сентопила дары мачим кона успацопа хенткар агана хала харгина сихалшо хоть закаца хапсетигит. Аслам Жани также осмотрел и прибрежную зону поселка Агудзера. Затем президент направился в поселок Мясниково. Протяженность дороги 1,5 километра. Осталось уложить асфальт на участке в 200 метров. Эта дорога именно Мясниковская предусмотрена была в 2022 году. Но по просьбе жителей они обращались к депутату парламента Саиду Харазе. Он уже обращался и в УКС. Я не знаю, наверняка и к главе государства обращался. Затем мы обратились к подрядной организации с просьбой, потому что им сейчас в этом году эту дорогу никто не оплатит, попросили, они сделали в счет того, что им оплатят в следующем году. Сейчас дорога до центра Мясникова полностью сделана. Таких дорог у нас 3. Это Мясникова, Заречная и Морская. Все 3 дороги, которые были предусмотрены в 2022 году, мы сделали в этом году. Глава государства также осмотрел и военно-сухумскую дорогу. Здесь асфальт проложен до центра Мархиула. Протяженность отремонтированной дороги 8 километров. После осмотра объектов Аслам Жани провел совещание в администрации Гулрыбского района. Глава района Аслам Баратыля отчитался об итогах работы администрации Гулрыбского района за 10 месяцев текущего года. Доходная часть бюджета района на 1 ноября выполнена на 101,6%. При плане более 158 миллионов рублей фактическое поступление составило 160 миллионов 982 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление собственных доходов увеличилось на более чем 8 миллионов рублей. Расходная часть бюджета выполнена на 96%, что составило 156 миллионов 736 тысяч рублей, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 47% нашего бюджета уходит на образование от общей суммы расходов. Расход на эту статью составляет 73 миллиона 683 тысячи рублей. При плане 79 миллионов 114,8 тысяч рублей, 93,1%. Ну, к концу года все эти цифры, вот о которых я буду сейчас говорить, расходных, они приблизятся к 100% и будут 100%. Средняя заработная плата по педагогическому персоналу составляет 15 тысяч 51 рубль. Расходы на здравоохранение, по своим расходам это здравоохранение занимает 2-ю строку, составляет 20 миллионов 650,8 тысяч рублей. При плане 21 миллион 812,4 тысячи рублей, это 94,7%. Средняя заработная плата врачей 20 467 рублей, средняя зарплата медицинского персонала медсестер 14 711 рублей, средняя зарплата санитарок 9494 рубля. При этом Аслам Баратыля отметил, что задолженности по заработной плате перед бюджетниками и иным обязательствам район не имеет. Говоря о сельском хозяйстве, глава района рассказал, что различные сельхозпредприятия арендуют у государства примерно 600 гектаров земли, где занимаются животноводством, выращиванием многолетних насаждений. При этом Аслам Баратыля отметил, что особое внимание уделяется в районе на профилактические мероприятия по борьбе с мраморным клопом. Наряду с выделенными Минсельхозом ядохимикатами и ловушками район выделил 550 тысяч рублей для организации работ по уничтожению карантинных вредителей. В 2020 году был рекордный урожай цитрусовых. В 2021 году по предварительному определению урожайности ожидается 25-30% от прошлого урожая. По словам Аслана Баратыля, летом в результате стихии было повреждено 13 домовладений. На ликвидацию последствий стихии средства были выделены из резервного фонда президентом. В связи с ливневыми дождями этим летом произошло 30 обвалов в направлении Кудорского ущелья.
В латинском направлении, вы знаете, имеется памятник латинской трагедии. Там практически все смыло. Единственное, церковь сохранилась, как-то обошло со всех сторон церковь. Но, наверное, можно понять, почему так случилось. Мы никаких работ, я сейчас смотрю в Фейсбуке, там администрация что-то сделала, какие-то российские, никаких работ мы там не проводили. Мы запланировали, Сергей Качевич здесь сидит, мы выделили какие-то средства, чтобы начать там работы. Но никаких работ мы не проводили, кто-то выступил, я не знаю, кто выступил, и сказал, что мы провели работы. Еще раз говорю, никаких работ мы не проводили. Семьи погибших поднялись и сделали расчистку там. Мы вчера поднимались туда и смотрели, какая сделана расчистка. Сам памятник тоже найден, он не поврежденный, основание там слегка, мне сказали, повреждено. Мы будем сейчас согласовывать с теми родителями, которые туда поднимались, как они хотят, чтобы мы его установили. До 14 декабря во всех случаях надо будет по возможности привести это место в надлежащий вид. Говоря об эпидобстановке, по состоянию на 17 ноября в Гулрыбском районе заболело 2392 человека, выздоровело 2250. Вакцинацию спутником ВИ прошли 459 человек, спутником Лайт 586. За отчетный период в районе зарегистрировано 51 преступление, раскрыто 48. Из 12 тяжких преступлений раскрыто 10. Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 8 единиц. В то же время раскрываемость увеличилась. Аслан Баратели рассказал и о работе по борьбе с майнинг-фермами. На конец отчетного периода демонтировано 35 майнинговых ферм, изъято 1815 единиц техники. Ситуация с собираемостью за электроэнергию в Гулрыбше остается сложной, отметил глава района. Собираемость за потребляемую электроэнергию в нашем районе никого не может радовать, ни нас, ни тех, кто ее собирает, ни тех, кто ждут от нас хороших результатов. В августе месяце израсходованной электроэнергии потребили мы в суммарном выражении на 3 миллиона 600 тысяч рублей. Собрано 1 миллион 450 тысяч, что составило 39,7%. В сентябре месяце израсходованной электроэнергии практически такое же количество на 3 миллиона 700 тысяч рублей. Собрано 2 миллиона 200 тысяч. 60% выполнения. Казалось бы, динамика роста очень-таки хорошая, ожидались позитивные результаты. Переходим к октябрю месяцу. Израсходованной электроэнергии на 5 миллионов 300 тысяч рублей. У меня вопросы возникают. Я эти вопросы задавал в пятницу и энергетикам. Объясните мне, как могло за один месяц чуть ли не на 2 миллиона увеличится потребление энергетики у нас. То ли мы завезли огромное количество майнинг-ферм сюда, то ли мы что-то не прослеживаем, никто не может мне объяснить. Мне хотелось бы знать, за что мы платим. Если мы получили на 5 миллионов, мы готовы ответить за то, что мы 5 миллионов не смогли заплатить. Но мы эту картину пока еще не видим для себя. Надеюсь, вы обещали мне, Зурик, что в эту пятницу, то бишь завтра, вы дадите мне разъяснение, почему вот эта цифра появилась и почему мы за нее платим. По этой цифре 5 миллионов 300 потратили. Вы помните, в сентябре мы собрали 2200, и в октябре тоже такая же цифра 2200, как под копирку. Есть люди, которые платят постоянно, по этим людям проезжаются контролеры, собирают эту сумму, она поступает. Она увеличилась, кстати, с приходом вас, она увеличилась почти на 1000 рублей, на 1 миллион рублей. Но это не выход из положения. У нас огромные долги. Потом мне до сих пор непонятно, договор 2012 года, мне сказали, я его не видел до сих пор, откуда этот договор появился между жителями и сбытом. Имеется договор на 600 рублей. Может человек, который живет в Агудзерах, один человек, он может тратить 100 рублей. У него горит одна лампочка, вечером он подогреет себе суп. А кто-то тратит 3000 рублей. У нас мы не можем определить, кому сколько надо платить. Большую проблему нам создают трехфазные подключения. Я больше чем уверен, что основная часть подключена к трехфазному току без никаких разрешительных документов. Сейчас работа проводится. Меня Аслан Георгиевич убеждает, пятницу, по крайней мере, убеждали, что до конца года, в ближайшие дни, картина будет такая, что вы все порадуетесь. Если я порадуюсь, я обязательно порадую вас тоже. Поделюсь радостью своей. Президент Аслам Жани подвел итоги инспекционной поездки по Гулрыбскому району. Особенности Гулрыбского района состоят в чем? Здесь очень опытные руководители, глава района, очень опытные руководители на местах. Люди, которые работают много-много лет. В этом должны быть только плюс. Все должны знать проблемы, с которыми сталкиваются, и уже надо уметь принимать такие решения, с помощью которых эти проблемы
надо решать. Я сегодня настроен на очень позитивный разговор. Мы поездили, посмотрели, и то, что сделано в Агудзере, сделано все неплохо, качественно. Работы здесь выполняются. Очевидно, что проблем значительно больше, чем наши возможности. Я хотел бы ваше внимание обратить на то, что ваш бюджет, собственно, доходная часть, это около 57 миллионов рублей. Так, я правильно запомнил? 50. Это вы выполнили, но в плане было 57. Так написано в Нет, документе. весь годовой 63 миллиона. 63? 63 это Ну на и данный период, да. на Такой данный 53 период. на данный период. И да. вам около 100 миллионов рублей с государственного бюджета. 99, Да, да, около 100 почти миллионов рублей. Это, я почему говорю, заострил ваше внимание на этих цифрах, чтобы не сложилось впечатление, что центральная власть не уделяет внимания Кулиевскому району. Это не так, вы это видите. Более того, в инвестпрограмме 2020-2021 годов на Гулиевский район предусмотрено 431 миллион рублей. Хотел бы ваше внимание обратить на то, что, например, эта инвестпрограмма была составлена таким образом, что в 2020, 2021, 2022 год на Гальский район не предусмотрен ни 1 рубль. Ну, так это было составлено. Поэтому я надеюсь, вы правильно понимаете, к чему я это все говорю. Значит, о том, что в районе есть потенциал. Конечно, в районе есть потенциал. Прежде всего, человеческий потенциал. Второй потенциал – очень хорошая география. Третий потенциал – прибрежная уникальная полоса. Как этим потенциалом пользоваться? Вопрос в этом. Вот заработная плата учителей, врачей, она с точки зрения, скажем так, если сравнивать даже с какими-то регионами Российской Федерации, вроде бы как неплохая. Но на самом деле она могла бы быть значительно больше, если могли бы мы задействовать свой потенциал. Первое, на что хочу обратить внимание, это вопросы здравоохранения. Вот проблема, связанная с ковидом. Эту проблему мы решаем, на эту проблему государство тратит сотни миллионов рублей. Именно сотни миллионов рублей мы подходим к цифре 1 миллиард, если считать не только государственные деньги, деньги международных организаций, друзей и так далее. Сейчас мы получили вакцину. Я хотел бы вас проинформировать о том, что мы будем принимать решение, в соответствии с которым будет обязательно вакцинация определенных категорий граждан. Учителя, врачи – это те, кто постоянно, значит, контактируют. Это в обязательном порядке под карандаш. Проблемы здравоохранения, они выходят за рамки ковида, но это то, что сегодня горит. И в этом плане, я еще раз хотел бы это сказать, государство делает все возможное. Конечно, где-то мы не успеваем, потому что не хватает денег, потому что нет некоторых лекарственных препаратов ни в свободном обращении, они стоят большую сумму денег, не всегда это получается. Но, тем не менее, госпитали наши работают, кислородное обеспечение мы имеем, может быть, с некоторым запозданием, но и лекарственные препараты тоже находим. Для улучшения качества жизни населения необходимо воспользоваться тем потенциалом, который есть у района. Рабочие места создаются при условии строительства новых объектов, а для этого нужны инвестиционные вложения, отметил президент. Мы уже живем в условиях мира 28 лет, и понятно желание людей жить сегодня хорошо и качественно. То, что мы там сумели общим усилием построить дороги, обеспечить 10 тысяч человек бесперебойно водой, это, конечно, хорошо. При этом некоторые оппоненты говорят о том, что мы все-таки страну тянем в каменный век. Я бы это перефразировал и сказал, что мы пытаемся выйти из каменного века, в котором находились. Очень это все непросто сделать, но совместными усилиями будем выходить. Значит, о потенциале. Вот 18 километров прибрежной территории. Ну, сколько у нас объектов санаторно-курортного назначения и гостиниц функционирует? Одна. Одна. Ну, неразумно, не годится такая работа, правильно? Мы с вами говорили сегодня о том, что я могу себе позволить с вами говорить именно так, потому что вы очень опытный руководитель. Так не должно быть. Здесь объектов должно быть больше. Если вы думаете, что у президента механизмов для решения данной задачи больше, чем у вас, это не так. Абхазия состоит из районов, и успех Абхазии зависит из успеха этих районов.
По поводу аэропорта, вы знаете, что мы занимаемся этой проблемой, мы ее решим. Но воспользоваться грамотно тем ресурсом земельным, которым вы имеете, это ваша задача, уважаемые руководители, опытные. Ищите инвесторов, находите инвесторов на выгодных условиях. Меня постоянно обвиняют в том, что я делаю акцент на этом, но по-другому не получается. Денег свободных у государства нет. Значит, надо эти деньги каким-то образом привлекать. В этом ничего плохого нет. Вот я хотел бы вам задать вопрос. Сколько человек трудоспособного населения в Гулиевском районе? Вот проживает в районе сколько? 18 тысяч, ну почти 18 19 тысяч. Я думаю, 10 тысяч людей трудоспособного населения, 10-12 тысяч, правильно? Так должно быть. Да, где-то, наверное, половина. Да, из них не половина, трудоспособное чуть больше население, половины. чуть больше, да. Сколько человек имеют работу и какое количество безработных в вашем районе? Ну, тоже цифра неизвестная, но надо бы посмотреть. Вот, мои дорогие друзья, я думаю, что в районе около 5 тысяч безработных людей. Людей, которые не имеют постоянную работу. Вот умножьте 5 тысяч человек, сегодня создание одного рабочего места в среднем по отраслям в Абхазии, если взять, это около 4-5 миллионов рублей. Если вы 5 тысяч умножите на 5 миллионов рублей, вы получите необходимую сумму инвестиций, которые надо вложить в район, чтобы люди были заняты делом. Это 25-30 миллиардов рублей. Таким образом работает экономика. По-другому она работать не будет. Я вас ничему не пытаюсь учить, вы эти вещи знаете. Должна быть поставлена цель. Вот в течение года мы обеспечиваем население таким количеством рабочих мест, привлекаем инвестиции. Целевые показатели должны быть, Аслан Юрьевич, вы и там 2-3 руководителя в районах, это люди, на которых ориентируются. Если вы не будете в этом смысле впереди, есть молодые руководители. Ваш район показательный, его география, население, трудолюбивое население, традиции. Всем этим надо грамотно пользоваться, очень грамотно пользоваться. Президент Аслам Жани особое внимание уделил вопросам энергетики. Глава государства остался недоволен показателями собираемости за электроэнергию в Гулырбском районе. Скажите мне, пожалуйста, в Гулырбском районе уровень жизни ниже, чем в Очимчирском районе? Нет, Я тоже думаю, что не ниже. Нет, точно. Но это никуда не годится, когда в селах Очимчирского района уровень собираемости примерно такой же, как у вас в Гулырбском районе, за свет. Но что такое 600 рублей? 600 рублей, как я это понимаю, была установлена норма в отношении тех, кто счетчиков не имеет. Но 600 рублей хоть собрали, нет, с каждой семьи. Вот вы знаете, есть такие села, я не буду называть в каком районе, где собираемость 4%. Война никак эти села не коснулась. Вообще там на этих территориях войны никакой не было. Это просто вот сговор определенного круга лиц. Но что у нас в Абхазии, я извиняюсь, 50% тех, кто не в состоянии 40 копеек за свет заплатить? Конечно, нет. Да. У нас таких может быть 10%. Вы знаете, вы доведите собираемость до 80% с каждого села, а 20% мы подарим этому селу, тем, кто не может. Проблем нет. До 80% собираемость доводите, считайте, что у вас 100% собираемость. Хорошо? Договорились? И я буду за этим как бы присматривать. Я бы хотел увидеть твердую динамику. Вот мои поездки по районам, в январе мы будем подводить итоги. В моих словах нет ничего угрожающего. Я хотел бы проинформировать руководителей сел. Там, где не будет результатов, это будет означать определенную усталость и замена команды. Тут есть молодые ребята. Не хотелось бы так к этому прийти, но мы к этому можем прийти, если ситуацию не поменяем. Не хочу поднимать сейчас здесь энергетика. Нам пора уже быть каждому энергетиком. Это время, в котором мы живем, мы должны были уже научиться и знать тонкие места, где обстоятельства сложные, по какой причине эти сложные обстоятельства. Не получится, уважаемые друзья, друг друга прикрывать. Мы стоим перед порогом, зима на носу. У нас в этом году наш лимит уже исчерпан. Мы должны просить у наших друзей 1 миллиард киловатт-часов. В прошлом году я ездил, мы просили, нам дали. Понятное дело, мы за это не заплатили.
В этом году мы опять поедем, будем просить. Наверное, опять пойдут навстречу. Но без конца так продолжаться не будет. Ну, слушайте, кто может сказать, что население России, субъекты Российской Федерации везде живут богато? Там тоже есть проблемы. И ни один гражданин России не поймет, за свет, если они там платят 3 рубля, они могут задать вопрос своему руководству. В Абхазию отдают свет, помогают бесплатно, и в Абхазии не могут собрать 40 копеек. Как это может называться вообще? Это называется таким образом нежеланием работать, нежеланием портить отношения или же быть соучастником определенных схем. Мы же из чего исходим? Из того, что факт имеет место быть. Майнинг, фермы работают, люди работают, зарабатывают деньги. Сама по себе деятельность, она не носит, скажем так, разрушительный характер. Если у нас были бы свободные мощности, ради Бога. Свободных мощностей нет. Мы ведем переговоры с нашими российскими друзьями, планируем создать технопарк на границе с Российской Федерацией. Вывести туда, значит, тех, кто занимается майнингом, официально пусть занимаются, зарабатывают, нет проблем. Но это же неуважительное отношение к своему окружающему. У нас 250 тысяч людей проживает в стране, ну пусть 2000 человек или 3000 человек каким-то образом в этом задействованы. И, значит, 247 тысяч человек должны страдать из-за этого, потому что 3000 человек извлекают из этого прибыль. Это несправедливый подход. И в этом подходе, в пресечении таких подходов, свое веское слово должно сказать государство и местные органы управления, меры государственного принуждения, милиция, прокуратура. Ребята, спокойной жизни в лайт-режиме не будет. И таких вот упитанных милиционеров тоже не будет. Хотя вы знаете, что у нас в последнее время беспрецедентное давление на сотрудников милиции оказывается. Что бы они ни сделали, все пытаются преподнести как неправильное действие. Абсолютно нет. Но есть позиции, где надо будет укрепиться, товарищи милиционеры. Это вам вверено от имени государства защищать интересы граждан. Это вы должны брать на себя эти проблемы. Я знаю, что вы с этим справитесь, но нужно будет действовать активно. Активно. У нас переломный момент. Я хочу об этом вам сказать. Ожидания наших граждан достаточно высокие и обоснованные. Люди не хотят испытывать постоянные лишения. Люди в своей массе хотят жить так, как живут те, кто выезжает за пределы Абхазии, там, выезжают в Сочи, видят, какой там потенциал. Все блестит, все сверкает, идет строительство, там другая какая-то история. У восточных соседей, ближе к нашей границе, тоже видны очевидные успехи экономические. Да, может, не так, как где-то, но они очевидно видны. А у нас вот территория наша, она провалилась, потому что мы не поменяли свои подходы к работе. Мы грамотно не расставили акценты, как раскрыть наш потенциал, людской потенциал. Очень многие вопросы упираются в экономику. Необходимо, чтобы политический суверенитет был наполнен экономическим суверенитетом, подчеркнул президент. Ситуация, которая в целом складывается вокруг Абхазии, вопрос нерешенности по границам, по статусу, это дополнительное бремя. Но это бремя мы разделили благодаря нашим российским друзьям. Вопросы безопасности они во многом взяли на себя. Вот некоторые говорят о том, что вот непозволительно пересматривать итоги войны. Я не знаю, кто хочет пересматривать итоги войны. Мы, так уж получилось, эти итоги будем закреплять. Но мы должны понимать, что удержать ситуацию, закрепившиеся итоги войны, для этого необходимо прикладывать постоянные усилия. Есть силы внешние, которые эти итоги хотят пересмотреть. И это очень серьезные силы. И нам в этом ключе необходимо взаимодействовать с нашими российскими братьями. По-другому будет очень сложно. Я ни для кого не скрою вопросы, которые были связаны с обеспечением обороноспособности, вопросы, которые были связаны со строительством военного городка в Ачимчирском районе. Мы не смогли эти вопросы решить. Мы не пошли на то, чтобы 50 гектаров земли выделить для вооруженных сил. Я считаю, это была очень тяжелая ошибка. Поезд ушел вперед.
Но, вы знаете, вокруг любого договора можно бесконечно спорить. Но надо, на мой взгляд, быть реалистами. Надо взвешивать, перед каким выбором мы можем встать и к какому результату нас это может привести. Поэтому, дорогие друзья, не хочу никому портить настроение. У нас с вами у всех на самом деле есть шанс обустроить свою жизнь. Надо начинать с вопросов правильного использования наших ресурсов, правильного, во имя нашего населения, во имя наших граждан, во имя сохранения и укрепления нашей государственности, во имя сохранения и укрепления нашей культуры. Если кому-то кажется, что вот мы, общаясь с внешним миром, с Российской Федерацией, размываем свою культуру, я так не считаю. Наоборот, если мы общаемся с внешним миром, идет процесс взаимного обогащения культур. Очень многим нравится то, что происходит здесь. Вот с большим удовольствием люди приезжают. Этнопарк, который был создан на частные деньги в Гудауте. Да, молодой парень, очень талантливый, идею такую реализовал. С восхищением туда приезжают, и очень многим нравится наша классическая культура, которую очень многие потеряли, скажем так. Поведенческая культура, культура, значит, как играют свадьбы и так далее. Мы не можем жить в замкнутом мире. Наш дом должен быть крепкий, он должен принадлежать нам, но он должен быть открыт для наших друзей. Как это было всегда и издревле. Это то, что соответствует нашему характеру. Поэтому, друзья, как район, на который мы смотрим, как образцовый район, вопросы труда, вопросы развития, вопросы обеспечения правопорядка, вопросы создания рабочих мест, привлечения инвестиций, здесь у вас все должно быть лучше, чем где-либо. В конце встречи с активом Гулырбского района президент Аслам Жани ответил на вопросы жителей района. Алика Трапш, Алексея Гухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение.